ромашки, на волосах кудряшки. Будем целовашки, с тобою обнимашки до утра. Ружовыя валасы, кіслотны касцюм і песні, што падабаюцца дзецям і падлеткам. Гэта Улька-Пулька, ці Ульяна Сталярова, блогерка і спявачка з аўдыторыі больш за 3 мільёны падпіснікаў. І гэта толькі ў Ютубе. Там дзяўчына выкладала забаўляльнае відэа, танцы і ўласныя трэкі. Аднак у канцы лютага соцсеткі блогеркі і канал на Ютубе перастаў ёй належаць і перайшоў Флагману Music, лейблу, з якім дзяўчына супрацоўнічала апошнія гады. Ва ўжо былым акаунце блогеркі з'явіўся допіс пра абнаўленне праекту, а разам з тым фото новай Улькі-Пулькі, якой сталася 15гадовая Арына Раманова. Дзяўчынка, дачка былых вайскоўцаў, навучаецца ў 10 класе ў вёсцы Капішча Менскай вобласці. Всем привет, ребята! Раней Флагман Music пакінула іншая ўдзельніца, мільённая блогерка Анжаліша, Ангеліна Михалева. Яна 3 гады супрацоўнічала з Флагманам Music, аднак у студзені дзяўчына заявіла, што разарвала кантакты з лейблам, які ў сваю чаргу выдаліў усе ейныя трэкі з пляцовак, а пазней выпусціў новую песню з ейным голасам, але без удзелу дзяўчыны. Дапамаглі нейрасеткі. Апроч Улькі-Пулькі і Анжалішы, Флагман Music меў кантракты з блогерамі Дмітрыем Сіўчыкам ці Дім Дімычым, Ксеніяй Леўчык і яшчэ адной выканаўцаю пад сцэнічным імем Мілета. Падапечныя лейблу выпускаюць песні, здымаюць кліпы і выступаюць з канцэртамі, збіраючы мільёны аўдыторыю ў сацыяльных сетках. Беларусь! Громче! Разам з тым блогеры бяруць удзел у праўладных кампаніях. Напрыклад, летась падтрымлівалі Александра Лукашэнку падчас электаральнай кампаніі, выступалі на прапагандысцкай акцыі «Марафон адзінства», якую арганізоўвала музычная медыакампанія нявесткі Лукашэнкі Ганны Сілук. «Марафон адзінства» не адзіны выпадак супрацы двух афіцыйна незвязаных структураў. У прыватнасці менавіта Флагман Music выпускаў на музычных платформах песні на тэксты Сялук, у тым ліку кампазіцыі «Ах, Александр» і «Бульба Дэнс». А 21 сакавіка ў палацы спорту ў Менску запланаваны вялікі канцэрт блогер-паці. У ім маюць браць удзел блогеры, якія супрацоўнічаюць з Флагманам Music, у тым ліку Анжаліша. Арганізатарам пазначаная менавіта музычная медыакампанія. Ну, таким чынам, у 2020 годзе улады Беларусі зразумелі, што прайгралі інтэрнэт і соцсеткі, а значыць і моладзь. Але, як бачым, за апошнія гады яны пастараліся адыграцца, і цяпер беларускі шоу-бізнес цалкам і падлеткі-блогеры ў прыватнасці працуюць вось на рэжымную прапаганду. А у нас у студии Ксения Вязнікоўцева, журналістка-расследовательница бюро «Медиа», сапраўдная экспертка ў беларускім шоу-бізе. Вітаем вас. Доброе утро. Привитание, Ксения. Ну, вот так, хочу до затравочки, как говорится, вернемся к истории, да. Калі ў Беларусі пачала вось фармавацца гэтая сістэма, которую сёння мы называем усе імперыя Ганны Сілук, але гэта сістэма, якой беларускі шоу-біз цалкам и нават блогосфера сёння падпарадкаваная ўладзе. Ну, наверное, ландшафт вот этого ангажированного политического шоу-бизнеса, который вот существует, он, наверное, берет свои истоки в 2022 году, когда была зарегистрирована первая вот эта вот музыкальная медиакомпания, и, по сути, она положила начало монополии, которой сегодня она и стала под предводительством Анны Лукашенко-Сілук. Наверное, вот этот отчет стоит рассматривать. До речі, про яе хотіла запитатися, про Ганну Сілук. Якое вона має дочинення, як вона увогуле там її ім'я, яку вона посаду займає там? А Сялук это ж псевдоним, да? Так, да, это такая вот у нее анаграмма, получается, Анна Сергеевна Лукашенко. Она зашифровала свои инициалы вот в этом творческом псевдониме Анна Сілук. Кто она такая? Какую она роль отыгрывает? Анна Сілук — это генеральный продюсер музыкальной медиакомпании, то есть, по сути, она первое ключевое лицо в этой фирме, несмотря на то, что официально, юридически у нее никакой должности как таковой, там, ни владелицы, ни директора нету, но, тем не менее, все вопросы ключевые решает она. И как раз-таки период, когда проходил марафон единства, это показали. Белпол публиковал различные документы, которые касались марафона единства, и было очевидно, что даже министры и различные сотрудники государственных ведомств должны были согласовывать все вопросы исключительно с Анной Лукашенко. То бок атрымліваецца такая павучыха у цянёчку сядзіць і тузае за нейкую сетку, да? А уж
з чаго складаецца гэта сетка, з нейкіх, не ведаю, там прадюсерскіх цэнтраў, блогерскіх пляцовак, якім чынам удалося ім праз што вось так захапіць беларускую ўладу, взять беларускі шоу-біз, узять яго пад кантроль? Ну, кстати, все начиналось довольно смешно, да, вот вышел вот этот трек «Бульба Дэнс», там сняли какой-то клип, и все посмеялись, и как будто бы забыли, а оказалось, что в этот момент как раз-таки формировался вот этот полноценный медиахолдинг и монополия семьи Лукашенко в вот этой вот отрасли эстрады и музыкального вот этого шоу-бизнеса. Потому что на сегодняшний день у них уже вот прям полноценный медиахолдинг, то есть они записывают там, продюсируют артистов, записывают им песни под ключ, у них есть свой отдельный видеопродакшн. Они занимаются съемками различных телевизионных передач. Да? Вот, например, вот караоке-шоу «Шум пятницы», «Звездный путь» — это тоже их продюсерский проект. Потом они, значит, занимаются организацией различных мероприятий, в том числе и крупногородских. Вот показывали в клипе, например, вот этот вот блогер-пати, да? То есть даже организации таких выступлений. Помимо этого, холдинг Анны Лукашенко владеет еще 3 радиостанциями. И вот буквально на этой неделе мы рассказали о том, что еще открылось новое рекламное агентство, в котором тоже есть доля у Анны Лукашенко-Силук. То есть, ну, это прям монополия, то есть они охватывают вообще весь спектр шоу-бизнеса, который вообще может быть доступен. Слухай, ну, вот монополия монополии, да, але ж, ну, якби, я заўсёды так думаў, што чалавека не прымусіш слухаць тое, што яму не падабаецца. Хто спажывец усяго гэтага, наколькі гэта эффективно? Ну, заставишь, не заставишь, ну, смотря кого. Например, вот все эти треки, которые продюсирует Анна Лукашенко-Силук, например, их крутят по радио, в том числе и по государственным радиостанциям, которые, например, играют в тех же колониях принудительно, да, и люди, которые там прибывают, они не могут как бы отказать себе в удовольствии послушать там «Бульба Дэнс» или «Батька у нас крутой». Опять же, не забываем, что вся эта монополия, она держится на мощи государственного ресурса, да, и если там брать тот же какой-то марафон единства, то очевидно, что людей туда сгоняли при помощи профсоюзов, и глобально никто как бы и не спрашивает, хотим мы слушать вот эту вот всю историю или нет. Ну, как бы, да, вот потихонечку происходит вот эта вот лукашенкофикация, да, в области вот этого вот музыкальной, да, когда просто население фактически принуждают это слушать, потому что это действительно звучит из каждого утюга, на утренних каких-то эфирах, в промежутках там, между какими-то передачами, на государственных концертах, на каких-то площадках, на каких-то, ну, вот, общегосударственных мероприятиях. Да? То есть фактически государство принуждает постоянно это слушать. И нет-нет, как бы где-то на подкорочке, да, у кого-то и откладывается, и кто-то про этих артистов узнает, потому что, безусловно, у них как бы есть своя сверхмиссия, помимо того, чтобы там восхвалять Александра Лукашенко. Я хотела запытацца, гэта такі бізнес-праект ці ўсё ж такі палітычная задача контролю культурной просторы? Чего тут больше? Я думаю, они здесь совмещают, безусловно, приятное с полезным. Приятное — это то, что можно таким вот образом брать различные господряды и выкачивать себе на счета государственную денежку. Потому что мы не забываем, что в музыкальной медиакомпании есть не только частная доля компаний, с которой связывают Анна Лукашенко-Силук, там еще 30% принадлежит Дворцу Республики, который подчинен управделами Лукашенко. Да, то есть это как бы все-таки как будто бы окологосударственная, но тем не менее коммерческая структура, которая подчинена лично Лукашенко, и как бы источник и происхождение денег, и, конечно же, их объем, и на что они расходуются в конечном итоге, безусловно, никто вообще понятия не имеет. Да? То есть мы здесь имеем, с одной стороны, историю, когда можно как бы подвысосать немножко из госбюджета себе на карман, ну и второе, это, конечно же, безусловно, идеологическая составляющая, потому что как раз-таки при помощи культуры, так называемой, да, можно продвигать свои нарративы, да, и потихонечку перевоспитывать новое молодое поколение в том числе. Ну, ты так распавядаеш пра гэта ўсё, як быццам бы такі захапляльны эканоміка-палітычны дэтэктыў чытаеш, да? Але давай вернемся вось, ну, как бы до
галоўны той факт ці не ведаю тэмы, который нас усіх шакаваў, што рэжым звярнуўся уплотную до эксплуатацыі падлеткаў. Як бы гэтых дзяцей і падлеткаў зацягваюць у гэтую медыаімперыю на кабальных умовах, амаль рабскіх, да, і вось чаму, навошта яны гэта робяць? Ну, в смысле эксплуатируют подростков, а кого Лукашенко и его режим не эксплуатирует? Ну, как бы, если в эту категорию попадают все белорусы, логично, что рано или поздно дети тоже станут жертвами вот этих вот политических игр. Безусловно, конечно же, власть в 2020 году прощелкала то, что, оказывается, есть вот этот вот параллельный какой-то мир, реальность, в которой блогосфера может влиять на сознание людей и формировать какую-то стороннюю повестку, которая режиму неудобна. И вместо того, чтобы давить как бы вот эту вот область блогосферы, да, они решили в 2025 году, когда проходила вот крайняя вот эта предвыборная кампания, как-то наоборот воздействовать не силой, а немножко подойти с другой стороны. И они нашли вот как раз-таки лояльных режиму детей, по большому счету подростков и молодых людей, которые могли бы как бы вот через свою вот эту миссию, через свой блог продвигать необходимые нарративы, то есть сделали их рупором пропаганды. Сделали. Якія там умовы? Всякие на таких примушаюць рабіць тое, што яны не хочуць, гэтыя дзеці. Так а кто говорит, что они не хотят? Ну вот, например, есть яркий пример первой продюсерской компании. Их основной флагманский продукт — это Анастасия Кравченко, которая была финалисткой белорусского X-фактора первого сезона. Она у нас ездила, значит, на интервидение и так далее. У нас вот был контракт, который предлагалось подписывать после окончания X-фактора вот этими детьми с первой продюсерской компании. Оказалось, значит, что по сути у них вообще нет никаких прав, одни обязанности, и они там зарабатывают. Это детей, да? Да, и 90% от своего заработка они должны отдавать как бы своему продюсеру. 90%? 90%. Это ты заробил 10 рублей, 9 отдаешь продюсерскому центру, рубль застается тебе, да? Ну нет, вот заработал 10 рублей, плюс еще как бы из этих 10 рублей вычли расходы, они тоже на тебя. С рубля твоего, который остался. Нет, с 10 рублей. А вот все, что осталось, из этого 90% уходит продюсеру, а все остальное тебе. А зарплата у них по контракту была, по-моему, 25 или 29 рублей в месяц. То есть вот как бы, сильно меньше минималки, да. И они никого, я уверена, насильно не заставляли подписывать эти контракты. Дело в том, что... Там заработки такие, что на 1%, 10%. Ну, это уже, конечно, конечно, это по большому счету действительно рабские условия, да, но мы должны понимать, что в Беларуси для молодежи не так много возможностей, да, как бы как-то проявить и раскрыть свой творческий потенциал. А когда он у тебя бьет ключом, и тебе хочется как-то реализовываться, да, в 17 лет ты не думаешь, что ты можешь зарабатывать в белорусском шоу-бизнесе большие деньги, потому что ты даешь себе отчет, что ты не можешь. Это просто невозможно. И как бы, в погоне вот за этой минутой славы, да, как-то вот почувствовать себя звездой, оно стоит гораздо дороже для этих детей, чем там 10% от этого контракта. Выглядае так, что просто держава эксплуатуе подлеткавую прагу да лайкаў і расшараў. Так, я хотела запытацца, некаторыя проекты, як вы пішаце, скончваюцца вельмі драматычна, такія як у Анжеліша ці Улька-Пулька. Что вы можете про гэта распавесці? Анжеліша, Улька-Пулька, сколько невядомых имен? Это немножко другая история, потому что Анжелиша и Улька-Пулька — это продукт Флагман Мьюзик, который нередко связывают с Анной Лукашенко-Силук, но глобально это две разные юридические структуры, они не подчинены друг другу, но тем не менее для того, чтобы как бы сосуществовать с музыкальной медиакомпанией и получать как бы какие-то господряды и приглашения на концерты, безусловно, нужно заручиться лояльностью, и эта лояльность у Флагман Мьюзик была. И вот если говорить, например, про Ульку-Пульку, у нее довольно-таки интересно, я про старую версию, до как бы замены, вот, например, Ульяна Столярова, когда она заключала контракт, например, с Флагман Мьюзик, так вышло, что они подали патентную заявку на 2 товарных знака, на имя Улька-Пулька и на имя Ульяна Столярова. То есть, по сути, весь, как бы 2 вот этих бренда... Законно? Ну да.
Вот. Правообладателями этих брендов является Флагман Мьюзик, да, и вот сейчас, когда как бы Ульку-Пульку, старую версию, лишили как бы всех прав, да, и она сейчас пытается строить карьеру под своим собственным именем, еще большой как бы вопрос, а имеет ли она на это право? Потому что ее имя фактически Ульяна Столярова принадлежит ее прошлому продюсерскому центру. И как бы по большому счету они также могут выставить ей иск и запретить выступать даже под собственным именем. Ну, то есть это немножко такое тоже какое-то вот проявление рабовладельчества. Слухай, ну а все-таки вот нейкі сэнс у гэтым ёсць, ну гэта паспяхова, глядзяць людзі, вось это все не глядзяць, не ведаюць. Ну, дело 3 же- мільёны подписчиков, ну што гэта, адкуль яны? Ну, я думаю, что все-таки, конечно, ну, сложновато измерить, потому что, ну, как бы на что опираться? В концлагере нет социологии, да, то есть какие-то объективные измерители нам, конечно, никто не предоставит, но какие-то там количество подписчиков, да, в ТикТоке, на Ютубе, в Инстаграме довольно репрезентативны, да, и все-таки, как бы, ну, видно, что если и там молодые вот эти артисты выступают на каких-то открытых площадках и даже на государственных концертах, они как бы, ну, у них есть какая-то худо-бедно живая аудитория, какие-то подростки, которые слушают и могут даже напеть, в отличие там от той же Александры Мелих или Виктории Олешко, да, у которой как бы живой аудитории нет от слова совсем, да, поэтому, безусловно, наверное, они могут нести какой-то эффект, и в первую очередь он был заметен на марафоне единства, потому что даже дело не в том, что они поют, а дело в том, что для подростков родители в таком возрасте не являются большим авторитетом, в отличие от кумира, к которому они всячески прислушиваются. И вот нарративы, которые они продвигали в своих блогах, да, и продвигали их во время марафона единства, они гораздо более опасны, да, чем песни, которые они исполняют. Вось ты рассказывала, а я ловіў сябе на думцы, может, таму што я даволі жыву ў гэтым свеце, ловіў сябе на думцы, што нешта падобнае рабілі расіяне, рабіў Суркоў, который меў некалькі пляцовак блогерскіх, там той же містер Бік, который вырваўся з плена рабства, значыць, і зараз б'е супраць пуцінскага рэжыма, таксама выхадзіць з такіх структур. Таму асабіста я, вось мы ўсе жадаем гэтым юным блогерам вырвацца на свабоду, і тое, чаму вас навучылі, скарыстайце супраць тых, хто вас гэтаму вучыў. Мы дзякуем Ксении Вязніковцавай, журналісты, расследавальніцы бюро Медыя, за вельмі цікавы расповед.